Ланочка, расскажи, пожалуйста, о себе немного. Что касается меня, Ланочка из города Ачамчира. Мне 27 лет, 12 из которых я занимаюсь общественной деятельностью. Я пришла в организацию «Женский фонд развития» в качестве волонтера, когда мне было 14 лет. Что тебе туда привело? Здесь я увидела в интернете объявление о том, что набирается инициативная группа волонтеров в проекте «Молодежная инициатива». Мы проходили разные тренинги здесь. Мне понравилось, я помогала в мероприятиях по уборке города, в разных субботниках, в организации других информационных встреч. Мне это приносило большое удовольствие и огромный интерес. Таким образом, я накапливала свой опыт. Затем, после завершения школы, я поступила в Абхазский госуниверситет по специальности юриспруденция. Затем я получила второе образование в Лондоне по специальности менеджер международного развития, и по возвращении сюда стала уже руководителем данной организации. Мне коллеги предложили возглавить организацию. Я восприняла это с большой ответственностью, гордостью, честью и приняла это предложение, согласилась. И уже, получается, 4 года я являюсь руководителем Женского фонда развития. Лана, я благодарю тебя за время, которое ты уделяешь нам. Спасибо большое. Скажи, пожалуйста, как называется твоя организация, когда она была создана и по какой причине? Организация называется «Женский фонд развития». Мы работаем с 2001 года. И создалась она, я думаю, как и многие другие организации, исходя из того, что людям нужно было помогать. И мои коллеги, которые стояли у истоков организации, по этой причине и открылись. Потому что сюда обращались очень много людей, обращались по абсолютно разным вопросам, и с учетом того, что если мы говорим о Восточной Абхазии, именно Чемчирский, Галский и Тхорчалский районы, то тут также проживает и мигрельское население, которые говорят на другом языке, которые могут обращаться по другого рода вопросам, а именно проблемы с документами и другое. А ваша организация помогает по всем этим вопросам, да? Наша организация занимается разными вопросами. Это и гуманитарная поддержка. Основной блок нашей работы также заключается в поддержке женщин, которые столкнулись с насилием. У нас на постоянной основе действует кризисный центр, где на бесплатной основе принимают социальный работник, психолог, юрист и оказывают всем людям, которые сюда приходят, консультацию необходимую. А какие цели и задачи еще ставит эта организация? Мы работаем с двумя большими группами бенефициаров. Это женщины и молодые люди. И исходя из того, что в нашей стране, особенно в восточных районах, у молодежи мало возможностей для того, чтобы они развивались, помимо того, что они ходят в школу и получают образование там, наша деятельность также направлена на то, чтобы создавать для них возможности для развития разного рода навыков, а именно критическое мышление, лидерские навыки, для того, чтобы они могли созидать и воплощать их интересные идеи в нашей стране. Я знаю, что еще относительно недавно вы туда включили третью группу, это пожилые люди. А почему вы решили, как вы к этому пришли? У нас был на протяжении нескольких лет очень большой проект, который заключался в том, что мы работали в свыше 20 селах Восточной Абхазии. И работа наша заключалась в том, что мы в этих селах создавали группы взаимопомощи, так называемые, в которые входили от 4 до 6 женщин из каждого села. Мы обучали их разного рода навыкам, а именно бизнес-планированию, финансовой грамотности. И впоследствии для
у них была создана возможность получить небольшую поддержку для реализации их бизнес-проектов. И когда мы выезжали в села, знакомились с женщинами, практически во всех селах нам говорили о такой проблеме, как одинокие пожилые старики, что молодежь уезжает, старики не хотят, естественно, покидать свои родные дома, остаются здесь и сталкиваются с тем, что их базовые потребности, а именно питание, жилье, доступ к воде, это все ограничивается. И именно поэтому мы решили включить эту категорию людей тоже. И мы там столкнулись с очень неожиданной для нас, скажем, новостью, с неожиданным открытием, что помимо того, что какие-то базовые потребности стариков не удовлетворяются, им очень не хватает общения и социализации. Именно поэтому мы создали такие волонтерские группы, которые состояли из молодых ребят, девочек. Они к ним приходили, старики делились своими историями, показывали свои фотографии молодости, и они все отмечали, что стали чувствовать себя намного лучше, потому что появились люди, с которыми они могут пообщаться и поговорить. А иногда это кажется такой малостью, но чем-то грандиозным и большим для этих одиноких пожилых людей. Это у вас замечательный проект, мне уже очень нравится. А как вы, если, допустим, это касается женщин, как вы определяете, каким женщинам нужно помогать и в чем? С учетом того, что мы уже работаем не первый год, наверное, уже авторитет работает за нас, и о нас знают в селах, в городах, поэтому уже женщины обращаются непосредственно к нам сами. Также у нас налажена хорошая взаимосвязь с главами администрации сел, с директорами школ, поэтому когда у них в селах появляются такие случаи, где женщине или пожилым старикам необходима помощь, они связываются с нами, и мы по мере возможности пытаемся им помочь. Какие специалисты есть у вас в организации? На сегодняшний день наши специалисты являются нашей гордостью, и они представлены следующими кадрами. Это психолог, социальный работник, юрист, это менеджеры проектов, которые имеют образование из разных областей. И мы очень рады сказать о том, что на протяжении всех этих лет, которые они у нас работают, они накопили большой багаж знаний и на сегодняшний день являются высококвалифицированными специалистами в разных областях. Также мы рады отметить, что к нам за нашей квалификацией и услугами и советом обращаются также представители органов государственной власти и учреждений, которые работают в нашем районе и в соседних районах тоже. Особенно важно заметить, что в последнее время, к большому сожалению, у нас усугубилась проблема кибербуллинга, что имеется в виду среди молодежи. Они стали использовать технологии, те же самые телефоны, компьютеры для того, чтобы буллить друг друга, да? Что имеется в виду? Молодежь использует на сегодняшний день интернет, телефоны, ноутбуки, компьютеры для того, чтобы там отправлять фейковую информацию друг о друге, что причиняет большой вред молодому человеку, девушке, в отношении которого это делается. Также у нас было зарегистрировано несколько случаев, когда после буллинга те или иные дети пытались покончить жизнь самоубийством. И это все набирало такие серьезные обороты, что мы с помощью районного отдела образования решили проводить информационные встречи с детьми, с родителями и с учителями в школах, говоря им о том, какой серьезной проблемой на сегодняшний день является буллинг, как они могут с этим работать, какую роль в этом вопросе выполняют учителя, какую роль выполняют родители, потому что если эту проблему не заметить вовремя, то она может перерасти в очень нехорошие последствия. Как немного необычно для нашей среды, эта тенденция появилась относительно недавно, она связана с каким-то общей мировой тенденцией? Я могу сказать, что эта проблема, вообще над этой проблемой мы начали работать последние 3-5 лет, то есть это относительно новая проблема в нашем обществе. Также вот эти нехорошие игры вроде «Синего кита», когда опять-таки по технологическим каналам детям дают какие-то задания, которые они должны выполнять, и в силу своей незрелости и неопытности они могут повестись на все эти нехорошие игры. И именно наша работа также связана с тем, чтобы осуществлять превенцию, то есть предотвращать нехорошие последствия, с которыми они могут столкнуться. Лана, скажи, пожалуйста, результаты вашей деятельности были видны? Вы смогли приостановить
это направление агрессивное? В этом вопросе мы очень тесно работаем с социальной службой семей и детей, и мы можем сказать, что количество случаев, именно связанных с буллингом в школах, сократилось, и эту информацию мы получаем как от руководства школы, так и от социальной службы. Мы этому очень сильно рады. Могла бы немного приоткрыть завесу тайны, а каким образом, какие методики вы использовали, чтобы остановить все вот это? Единственное, что мы могли сделать, это предоставить информационное сопровождение детям, родителям и учителям. Потому что в проблеме буллинга всегда есть такие красные флажки, на которые надо обращать внимание для того, чтобы это как снежный ком не нарастало. И именно об этих красных флажках мы рассказывали учителям, детям и их родителям, чтобы они на это обращали внимание. И особый акцент мы делали именно на детях, потому что зачастую, когда они пытаются кого-то дразнить на какой-то почве, да, то есть буллить, они не понимают, какие последствия это все может привести. Для них это может быть сегодня минутной шуткой, а для того человека, на кого эти насмешки направлены, это может быть травмой, с которой этот человек может прожить всю жизнь. И именно об этом мы говорим детям, говорим о том, что им нужно очень быть аккуратными и осторожными друг с другом, потому что одна нелепая шутка может привести к очень нехорошим последствиям. Я думаю, что именно вот информирование привело к хорошему результату, потому что ребята стали больше задумываться о последствиях. Стали более чуткими. Стали более чуткими и чувствительными друг к другу. Расскажи немного о гуманитарной помощи, которую вы оказываете. Что касается гуманитарной помощи, которую мы оказываем, мы ее пытаемся ежегодно включать в нашу работу, хотя не всегда это у нас получается в той мере, в которой бы хотелось. И активно мы это делали в период пандемии, в том числе, когда все сидели дома, у людей не было доступа к базовым потребностям. Особенно это самые уязвимые группы людей, это, допустим, многодетные семьи, женщины с маленькими детьми, это одинокие пожилые старики, которые и так являлись уязвимыми, а пандемия сделала их ситуацию еще более уязвимой. Такой группе мы старались очень активно помогать. На сегодняшний день мы ежегодно пытаемся организовывать гуманитарную поддержку для одиноких пожилых стариков, особенно в зимний период, когда у нас часто выключали свет. В этом году, слава богу, этого не было. И мы приобретали одиноким пожилым старикам теплую одежду, носки, там, непромокаемые куртки, также радиоприемники, которые имели фонарь, потому что когда нет света, они сидели в темноте, и это еще больше усугубляло их положение. И какими-то такими небольшими шагами мы пытались сделать их жизнь лучше. И в то же время мы оказываем гуманитарную помощь многодетным семьям, в частности, детям и женщинам. Это гигиенические наборы, продукты питания. Немаловажный вопрос, где вы берете средства и ресурсы? К большому сожалению, несмотря на то, что мы уже не первый год работаем, мы в любом случае зависим от финансовой поддержки, которую нам оказывают. На сегодняшний день это донорская поддержка, то есть проект на проектной основе. Мы пишем проект, потом получаем определенную финансовую поддержку на его реализацию. Также мы очень сильно рассчитываем на поддержку небезразличных людей, которые проживают в нашей стране, потому что они знают о нашей деятельности, и когда у них есть возможности, они также пытаются нам помочь. Над какими проектами вы сейчас работаете, какие уже осуществлены и ближайшие цели какие вы ставите? Буквально месяц назад мы закончили работу над одним очень интересным проектом, который назывался «Пути к прогрессу», поддержка педагогов и молодежи, то есть учеников в восточных районах Абхазии. И благодаря этому проекту мы смогли создать 9 молодежных клубов в селах. То есть мы работали исключительно в селах в данном проекте, потому что видели, что у сельских детей намного меньше возможностей, чем у молодежи в городах. То есть благодаря тому, что мы открыли в 9 школах молодежные клубы, мы смогли их оснастить прежде всего. Это материально-техническое оснащение. Мы приобрели для этих клубов ноутбуки, проекторы, экраны, принтеры. Также мы приобрели спортивный инвентарь для детей, потому что это было то, что они от нас просили. И также настольные игры, книги, мягкие пуфики.
И чем это помогло, мы можем спросить молодым ребятам. Это им помогло тем, что у них появилась интересная, комфортная площадка, где они могут вместе собираться, играть в настольные игры или какие-то спортивные игры, там волейбол, баскетбол, футбол, читать книги, совместно проводить время. Потому что если мы говорим о селах, то чем занимаются там дети? Они пойдут в школу, идут домой, и это их ежедневный маршрут. А мы хотели создать для них дополнительную площадку, чтобы они могли время интересно проводить. Потому что на сегодняшний день в городской среде у ребят намного больше возможностей. Они там могут выйти на набережную, прогуляться, пойти в кафешку, а у наших сельских детей такой возможности, к большому сожалению, нет. И мы хотели хотя бы внести небольшую лепту в то, чтобы сделать их повседневную жизнь ярче и лучше. Помимо того, что мы создали эти молодежные клубы, мы привозили на протяжении полугода детей сюда к нам в офис, где они проходили информационные встречи, воркшопы на тему лидерства, жизненных навыков. И что интересно было заметить, это были дети из 3 районов: Очимчирский, Галский, Ткачалский. Дети прежде всего познакомились друг с другом, они завели новых друзей, они узнали друг о друге. И каждый, наверное, думает, что та проблема, с которой он живет, она касается только его. А когда 90 детей познакомились, они увидели, что у них есть очень много общих интересов, и помимо этого очень много общих проблем. Также в рамках данного проекта мы вовлекали преподавателей. Мы проводили для них тренинги на тему эмоционального выгорания, на тему эффективного управления классом, как внедрять технологии в процесс образовательный. И это очень сильно откликалось среди преподавателей, особенно тематика эмоционального выгорания, потому что мы все понимаем, с какими проблемами сталкиваются учителя в нашей стране. Это когда у тебя очень мало возможностей, при этом низкая заработная плата, но нужно работать с большими классами. И это все приводит к тому, что стресс накапливается и нет никакой мотивации интересно проводить уроки. И мы попытались с помощью приглашенного психолога показать учителям разные техники, навыки того, как можно со стрессом бороться. И помимо этого, также наши приглашенные эксперты говорили им о том, как эффективно управлять классом, как внедрять интерактивные методики в преподавании, чтобы сделать образовательный процесс лучше и интереснее как для педагогов, так и для учеников. Последний завершающий вопрос. На что, на твой взгляд, стоит обратить внимание государству и где вы можете объединить общие усилия? Для меня идеальная картина выглядела бы следующим образом, когда общественный сектор и государство объединяют свои усилия для того, чтобы делать жизнь отдельных групп нашего населения лучше, красочнее и интереснее. Потому что мы понимаем, что ресурсы государства, они тоже ограничены, они не всеобъемлющие, не могут решить все насущные проблемы, которые сегодня перед нами стоят. Но при этом, если бы общественный сектор, то есть организации такие, как наша, и государственные структуры вместе бы работали над теми или иными проблемами и вместе складывали и аккумулировали ресурсы, я думаю, что решение проблем было бы быстрее и долгосрочнее. Я благодарю тебя, Лана. Вы большие молодцы, вы делаете большое дело. Я вам желаю больших-больших успехов. Спасибо большое за проявленный интерес к нашей деятельности. Очень люблю читать, слушать шум волн, потому что работа связана с большим количеством неприятных эмоций, когда сталкиваешься с людьми, которые живут в сложной ситуации. И все это, естественно, доставляет мне тоже неприятные эмоции. Для того, чтобы это все не накапливать и иметь мотивацию и ресурс продолжать помогать им, я иду на море, слушаю шум волн. А ты хочешь к тете, хорошо. Лана, вот у тебя маленький малыш, сколько ему? Соломону 1 год и 3. И мне всегда говорили люди: вот у тебя появится ребенок, тебе придется сесть с ним дома, уже не сможешь быть такой активной. Но я и Соломон развенчиваем этот миф, потому что мой образ жизни после его появления не поменялся. Я пытаюсь продолжать оказывать помощь людям, как и делала это раньше, пытаюсь быть активной. Естественно, приходится с ним адаптироваться, но ребенок не помеха, если есть желание. Ты развенчиваешь это на самом деле. Хвай. Но он дает тебе заряд энергии дополнительный? Конечно. Он открыл во мне, я думаю, что те эмоции, те чувства, которых я раньше не подозревала. И я чувствую большую ответственность, и хочется создать в нашей стране такие условия, чтобы Соломон и все другие детишки имели возможность радоваться, жить под мирным небом и пользоваться всеми возможными благами, которые есть. Я думаю, это отчасти мотивация для молодых девушек.
Чтобы они не боялись заводить Детей. при этом Работать. продолжали, да, работать. Давай понюхаем цветочек. А, как вкусно. Что бы ты пожелала молодым мамам, женщинам, девушкам, которые начинают свой путь или продолжают, или оказываются в сложной ситуации? Наверное, верить в свои силы и не таить в себе те проблемы, с которыми они сталкиваются, потому что высказать свою проблему – это уже первый шаг на пути к успеху и к ее решению. Я благодарю тебя. Спасибо. Успехов во всем. Спасибо.